сөзді туризм тармағындағы эксперт Элдар Шабдановқа беріледі. Урсат берсеңіздер, урматтуу спикерлер, уақытты қарап берсеңіздер. Элдар Шабданов. Эльдар Шабданов, генеральный менеджер сертифицированных 4-звездочных отелей «Амбассадор» и «Салютель». За время руководства отелями компании получили множество признаний, такие как «Лучший отель года», «Бизнес-отель года», «Самый модный отель», «Премия по качеству» и другие. Эльдар Шабданов является сооснователем благотворительного движения «Бизбарбас» и основателем движения «Бирге». За время пандемии коронавируса эти движения оказали большую помощь населению и медицинским сотрудникам. Эльдар Шабданов является экспертом по туризму и на сегодняшний день ведет активную деятельность по развитию туризма в Кыргызстане. Саламатсыздар, урматтуу форум катышуучулары, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Мен презентациямды орыс тілінде даярдадым эле, ошондуктан орусча айтып кетейин да, кийин сунушумду кыргызча жасатайын. Я как человек, который больше 12 лет работает в секторе туризма, я очень хорошо знаю проблемы этого сектора, а также его потенциал. Потенциал действительно, он просто огромен. Просто для сравнения, вот я взял страну Грузию, потому что Грузия это такая же постсоветская страна, как мы, и благодаря реформам, которые они проделали в 2000-х годах, они добились огромных успехов во всех секторах, и в том числе в туризме. Для сравнения, в 2019 году Грузия заработала на туризме больше 3,2 миллиардов долларов в год, а Кыргызстан заработал 400 миллионов. Превышение доходов Грузии составляет почти в 6 раз доходов Кыргызстана. Грузия в 3 раза меньше нас территории и в 2 раза меньше населения. Если наше государство предпримет правильные шаги, работает кликер. Можно следующий слайд? Если государство предпримет правильные шаги в секторе туризма, то Кыргызстан также ожидает очень большие успехи, и мы также в течение следующих 5-10 лет можем зарабатывать огромные суммы, 3 миллиарда долларов, по нашим прогнозам, мы спокойно можем заработать. Теперь давайте перейдем к тем шагам, а их 7 шагов по нашим расчетам, которые требуются от государства для развития туризма. Шаг 1 – это создание Совета по развитию туризма при президенте Кыргызской Республики. В данный совет должны войти министерства и ведомства, которые имеют отношение к развитию туризма. Это ГКНБ, МИД, Департамент туризма, ГРС, Агентство гражданской авиации, МВД и так далее. А также обязательно должны войти туристические ассоциации, международные организации. Вот создание такого совета позволит контролировать и продвигать программу развития туризма лично президента и избавит от искусственных барьеров и несогласованности в развитии туризма, создаваемых разными министерствами и ведомствами. Позволит координировать работу международных доноров для продвижения Кыргызстана как туристической дестинации. Создаст открытую площадку для президента, госорганов и бизнеса в целях получения достоверной информации, актуальных проблем и возможностей от реального сектора. Шаг 2 – это маркетинг. Необходимо нам проделать очень большие работы для того, чтобы Кыргызстан стал узнаваемым в международном сообществе. Для этого необходимо консолидировать и аккумулировать средства международных организаций. Использовать эти деньги максимально эффективно. Это участвовать Кыргызстану в международных туристических выставках, приглашать популярных блогеров, делать онлайн-продвижение, а также привлекать международных туроператоров для ознакомительных туров в Кыргызстан. Шаг 3 – это дальнейшее упрощение визового режима. На сегодняшний день, в принципе, у нас визовый режим довольно-таки либеральный, но необходимо его дальше продвигать. Необходимо резидентам развитых стран Персидского залива давать визу при въезде в Кыргызстан, а гражданам любой страны освободить от визы, если они имеют действительные визы Шенгенской зоны, США, Японии, Великобритании и других развитых стран. Шаг 4 – это очень важный шаг, это передача аэропортов в доверительное управление международным операторам. В 2017 году компания TAF Airport Holding намеревалась инвестировать в модернизацию аэропортов Ош и Бишкека, но, к сожалению, из-за упущений руководства тогда страны и из-за неясных причин TAF Airport Holding ушла из нашей страны и купила долю Алматинского аэропорта
за 415 миллионов долларов и намеревается инвестировать 150 миллионов долларов. Вот данный холдинг работает в Грузии с 2015 года и управляет аэропортами Кутаиси и Батуми. И за 10 лет пассажиропоток в Грузии увеличился на 5000%. Вот обратите внимание, как пассажиропоток в Грузии увеличивался за 10 лет. Когда в 2010 году к ним прилетало 800 тысяч человек, уже к 2017 году у них уже было более 4 миллионов пассажиропотока, туристов. И передача аэропортов международным операторам на доверительное управление позволит существенно снизить цены на билеты. Вот для сравнения, Ryanair и Wizz Air, это международные лоукостеры, билет Берлин, Кутаиси, Берлин стоит около 200 евро, тогда как в Кыргызстан в 2 раза дороже. Это существенно влияет на туристический пакет. Шаг 5. Необходимо освобождать туристические услуги от НДС. Потому что въездной туризм, он в международной практике рассматривается как экспорт услуг. А согласно статье 260 Налогового кодекса Кыргызской Республики, экспорт услуг освобождается от ндс. Это повлияет также на снижение туристического пакета в Кыргызстане и нашу конкурентоспособность по сравнению с нашими странами-конкурентами, с той же Грузией, Арменией и с нашими странами-соседями. Шаг 6. Необходимо упростить получение разрешения на строительство туристических объектов, а также туалетов по всей стране принципом единого окна. Шаг 7. Государству, профсоюзам необходимо рассмотреть передачу в частную собственность или в государственно-частное партнерство управление пансионатами и курортами, которые находятся на данный момент в ведении государства и профсоюзов. ГП «Кыргызтуризм» необходимо расформировать, а бюджет ГП необходимо направить на деятельность Департамента туризма. На этом 7 шагов описаны, поэтому сондықтан, урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизге биринчиден келе жаткан шайлоодо ийгилик каалайм. Экинчиден, эгерде буюрса президент болуп кала турган болсоңуз, сизди ушу туризм тармагына абдан чоң бир көңүл буруп коюуну суранат элем. Эң биринчи сиз ушу президенттин алдындагы туризм өнүктүрүү кеңешин түзүп берсеңиздер, калганын буюрса эл аралык уюмдар менен эксперттер көп жумушту кылып коймок. Көңүл бура турчу нерсе, бул 7 кадамдын бирөөсү дагы мамлекеттен каражат талап кылбайт. Азыркы кийинки ушул жылда, ушу келе жаткан жылда биз бюджетте акча жок экенин эске алып, көп мындай өзгөрүүлөрдү кылышыбыз керек. Ушу туризм ушу тармактардын бирөөсү, буюрса ушу 7 кадамдын бирөөсү каражат талап кылбайт, буюрса каражатсыз эле бул тармакты өнүктүрүп кетсек болот. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Элдар, чоң рахмат. Адимесе